Здравствуйте, дорогие туркменистанцы и гости нашего канала. Я Мурат Курбанов, являюсь руководителем демократического выбора Туркменистана, народного движения. Также я являюсь руководителем Ассамблеи гражданских инициатив Центральной Азии «Выбор». И также меня избрали альтернативным президентом Туркменистана. Я хотел бы вам рассказать суть нашей поездки в Соединенные Штаты Америки и в Канаду. Как вы знаете, мы уже 2 дня находимся в городе Нью-Йорке. Здесь, в Нью-Йорке, мы, значит, встречаемся с журналистами, с политиками, с сотрудниками государства, со служащими. И наше обсуждение все проходит о Центральной Азии, о ситуации в Центральной Азии и, в частности, о Туркменистане. Мы всем объясняем, что Центральная Азия готова к переменам. В Центральной Азии будут эти демократические процессы. Они будут с участием кого-то или без участия кого-то, не принципиально, но они настанут. Они начинаются, и сейчас надо обратить внимание на Центральную Азию. Встречаясь с политиками, сенаторами, конгрессменами и руководителями международных организаций по поддержке демократии и демократических ценностей, мы ставим вопросы в основном о нашей поддержке, о поддержке гражданских инициатив Центральной Азии, о поддержке туркменистанцев, о том, что происходит, и мы хотели бы, чтобы происходило в Центральной Азии. Они очень рады к таким переменам, поддержка идет полная, и я думаю, что первая вот в Центральной Азии страна, как Туркменистан, начнет вот эти преобразования, за ней пойдут парад других стран Центральной Азии, которые будут переходить с авторитарной системы управления государством в демократическую систему управления государством, где выборы не фальсифицируются, а проводятся, где человеческая жизнь, его принципы, человеческие ценности на высшем уровне, выше, чем государственном уровне. То есть перейти на нормальное развитие государства в нормальном направлении. Вот, мы запланировали в Нью-Йорке еще несколько дней. В частности, 2 декабря будет организован митинг, посвященный поддержке украинского народа в борьбе против агрессии Путина. Я почему говорю Путина? Потому что Путин Путин ведет агрессию. Путин может ее остановить, если захочет. К сожалению, российский народ сегодня нет у него возможности остановить агрессию Путина. Поэтому мы поддержим украинцев, будут украинцы, очень много украинцев, которые приглашены на это мероприятие. Мы пригласили руководителя представительства Украины в ООН, который будет на этой стороне баррикады, как и мы, требовать соблюдения прав человека, поддерживать Украину, поддерживать все незаконные политические репрессии в Центральной Азии, в странах Центральной Азии. Поэтому через несколько дней мы окажемся в Вашингтоне. В Вашингтоне запланировано очень много встреч с конгрессменами, сенаторами, с разными организациями, которые занимаются развитием демократического общества, гражданского общества, демократических процессов во всем мире, отслеживают это все. У нас запланировано очень много встреч. Кроме этого, журналисты, мы даем интервью, очень много рассказываем цель нашего визита и ситуацию конкретно в Центральной Азии, в частности в Туркменистане тоже. Вот такие встречи запланированы в Соединенных Штатах. После этого мы поедем в Канаду. В Канаде у нас запланированы встречи, значит, и с представителями государства Канады, и с сенаторами, с политиками, и с журналистами. Лекции запланированы в университете, которые мы будем давать, выступать будем и объяснять ситуацию по Центральной Азии, о нуждах народов Центральной Азии, в какой ситуации они находятся, что творится там, эти авторитарные режимы, чем занимается Путин с его командой. Все это мы будем освещать и рассказывать. Я еще раз хочу подчеркнуть, туркменский народ и народ Центральной Азии, мы не против русских. Русский народ такой же пострадавший народ, как и мы. Мы против созданной системы авторитарной Путина, Такаева, Рахманова, туркменского Гурбан Ульбердумхамедова. Мы против этих авторитарных режимов.
Мы за свободу наших граждан, за свободу их выбора, в какой системе они хотят жить, каким ценностям они хотят, какие ценности они хотят защищать. Мы за это, поэтому мы им помогаем вот в этом направлении. И сегодня Россию захватил Путин со своей командой. Даже сотрудники ФСБ, наверное, не такие террористы, как Путин и его ближайшее окружение. Поэтому Кремлем управляют бандиты, которые контролируют диктаторов Центральной Азии и не дают им ни возможности быть независимыми. И вся наша независимость Центральной Азии – это просто на бумаге. Реально Путин воспринимает ее как свои страны и свое влияние. Ни Туркменистан, ни Казахстан, ни Кыргызстан, ни Таджикистан, ни Узбекистан не должны зависеть ни от кого. Это самостоятельное государство. Народы должны определять сами. Все должны их уважать. Поэтому мы за самостоятельность Центральной Азии, стран Центральной Азии и их народов. Каждый народ имеет право на самоопределение, на политическую систему, на свободные выборы, на демократическим ценностям или другим ценностям, неважно. Но никто не имеет права порабощать свой народ, порабощать власть, узурпировать ее, создавать авторитарный режим и между собой договариваться, создавать всякие ОДКБ и издеваться над своим народом, стрелять его, убивать его и не давать ему права на самоопределение. Поэтому, уважаемые гости нашего канала, мы туркменистанцы, мы участники Ассамблеи гражданских инициатив, в которой входят все представители Центральной Азии. Мы за то, чтобы Центральная Азия была самостоятельной, не было региональной политикой Путина, Эрдогана, китайцев или еще кого-то. Нет. Самостоятельно определяют свою политику и самостоятельно держат свою независимость. И мы, Центральная Азия, должны друг другу помогать в этом вопросе. Каждый народ должен другому народу помочь в защите своих прав, территорий, собственности. Мы между собой не должны иметь никакие конфликты. Все спящие конфликты, которые Путин создавал в Центральной Азии, мы должны убрать, объясниться друг другом. У нас всегда есть варианты решения любых задач. Поэтому мы должны объединяться, мы должны дружно вместе продвигаться вперед и защищать друг друга. Уважаемые туркменистанцы, я бы хотел напомнить другую цель нашего визита. В Туркменистане идут перемены. Раньше мы были пятой страной, значит, последней страной в списке, которая шла к демократизации своего общества и к переменам. Мы сегодня вышли на второе место после Казахстана, и я очень надеюсь, что мы выйдем на первое место и победим диктатуру, покажем нашим братьям, что туркмены – это не тот отсталый народ, это не тот народ, на который многие парламентарии ссылаются. Вы будете жить как в Туркмении. Мы как дразнилка стали, мы как стали какой-то изгой. Вот поверьте, наши диктаторы, они изгои полные. Но народ Туркменистана встанет и покажет всем, что он очень достоин, независим, готов умереть за свою свободу, что народ Туркменистана достоин глубокого уважения, как и другие народы. Поэтому, если говорить о поездке, мы планируем еще несколько дней быть в Нью-Йорке, потом в Вашингтон, потом в Канаду. После возвращения в Европу мы планируем, значит, посетить Европарламент, там переговорить с европарламентариями, с парламентом Франции и рассказать все проблемы Центральной Азии, в частности, то, что перемены сейчас начнутся в Туркменистане первыми. Вот краткая информация, которую я хотел вам сегодня рассказать. Хочу также ответить на один вопрос. Мне вот пишут в комментариях, почему вы вмешиваетесь в Украину, Украина не надо поддерживать, или вы Туркмении занимаетесь, или мы Туркмены не должны заниматься, мы не должны лезть. Когда ты живешь у себя в районе, на улице, в городе, в маленьком селе, и убивают твоего соседа, кто-то приходит, агрессор, бандит, если ты будешь молчать, он его убьет, он заберет его дом, завтра он к тебе придет, и тебя никто не защитит. И у тебя сил не хватит, потому что бандит очень сильный. Но когда ты встал и сказал,
так нельзя делать, это беспредел, вы не имеете права делать, и начинаешь защищать его, другой, третий, пятый встает, то этот агрессор останавливается. Вот этот терроризм останавливается. Поэтому мы должны помогать странам, народы, которые борются за свою свободу. Тем более Украина – это недалекая страна для нас. Мы были в составе, в объединении с ней. Поэтому мы обязательно должны поддержать украинский народ. Мы должны выстраивать партнерские отношения с украинским народом. Правильные партнерские. Посмотрите Туркменистан. Посмотрите все голосования в ООН. Его нету в ООН. Это представительство, на котором сидит там коррупционерка Айсултан Туряева. Она взятки берет, паспорта делает, занимается всю жизнь коррупцией. Ей по барабану, что творится в ООН. Туркменистан не имеет никакого мнения. То есть он не голосует против, воздержался, он не голосует за. Он просто, его нету, там темное место. То есть и так всегда по вопросам связан с Россией, с Украиной. У него нету позиции. Хотя бы воздержаться можно, как нейтральная страна, у него даже этой позиции нет. Поэтому власть в Туркменистане, она мертвая. Вы ее видите последний раз в этом году. Все, она давно мертвая. Но сейчас народ это понял, народ встает, и народ будет все преобразования делать. Мы должны потребовать проведения новых, честных, открытых выборов. С голосами 4% кто-то не должен управлять страной. Мы должны создать все условия, чтобы пригласить всех международных наблюдателей, желающих приехать и посмотреть, как в Туркменистане проводятся выборы, без фальсификации. Мы должны все прозрачно делать. Политика прозрачная, внутри все прозрачно, законы прозрачно работают. Мы должны построить такое общество. Это общество пойдет вперед, будет добиваться результатов. Поэтому, уважаемые туркменистанцы, преобразования идут. Я всех, кто внутри Туркменистана, прошу создавать маленькие группы в ИМО, в Телеграме, в Фейсбуке, где угодно, выходить на нас или на другие оппозиционные движения, контактировать и начинать внутри работать с нами. Мы будем вам объяснять, помогать, разъяснять, как мы синхронно можем работать и как мы синхронно должны прийти к тому, чтобы мы оказались все вместе перед дворцом президента и потребовали перевыборы, потребовали справедливых выборов в Туркменистане. Только на справедливых выборах победивший кандидат, он будет сильный по сравнению с другими, и он сможет Туркменистан повести вперед. Поэтому выборы должны быть не только президента, не только парламент. Везде выборы должны быть, и должно быть, это наше обыденное дело. Мы должны всегда выбирать лучших из лучших. Мы должны все иметь право выдвигаться. Любой человек должен выдвигаться. Это и есть свободное общество. Любой человек имеет такие же права, как и другой. Нету такого, один президент стал, пока он не умрет, пока он не передаст своему сыну власть, эта власть никогда не меняется. Несменяемость власти – это диктатура. Так не бывает нигде. Так бывает в Северной Корее, так бывает в Туркменистане. Поэтому мы должны уходить от этого. На этом я заканчиваю свою передачу. Если у вас есть вопросы, если вы хотите с нами работать вместе, связывайтесь с нами в Телеграме. Есть ДВТ Активист Час, есть мой Телеграм адрес. Вы связывайтесь с нами, связывайтесь с активистами и подключайтесь. ДВТ или Мурат Курбанов или демократическая платформа не сможет победить без вас. Мы без вас ничего не сможем сделать. Поэтому вы должны понять, что мы все вместе должны это делать. Только так мы сможем победить режим. Потому что мои, ваши, всех, наши родственники работают и в полиции, и в нацбезопасности, и вице-премьерами, и министрами, и внизу. И тот, который переключает стрелки, и тот, который включает свет, и тот, который смотрит за газовой трубой. Все это мы, народ. Это не Бердымухамедова. Бердымухамедова со своим родственником сидят наверху, нас зажимает, наши права забирают и воруют наши деньги, наши природные ресурсы. Все деньги поступают от природных ресурсов. Это несправедливо. Эту несправедливость мы должны остановить.
Я буду регулярно выступать. Если у вас вопросы есть, вы в комментариях можете указать. Я систематически буду отвечать на ваши вопросы. У нас сегодня 3-й день в Америке. Работы очень много. Мы даем много интервью, много репортажей. Мы ведем много переговоров. У нас целая команда. И я думаю, что мы в этой поездке добьемся очень больших результатов. Спасибо всем за внимание. Только вперед.